Здравствуйте! С вами снова Красимир Дечев. Сегодня поговорим о детоксикации мозга. Как проходит сама терапия? Через наконечника специальной конструкции подходящее лазерное лучение вводится в область носовых пазух. Как знаете, это богато кровоснабженная зона и через решеточную кость идет в мозг. Таким образом, в кровеносную систему вводятся низкоэнергийные фотоны. Это заряженные светлинные энергийные частицы, которые атакуют жирные и отходные образования, освобождая таким образом эритроцитов, охвачивая ими. Эритроцитов – это частицы, доставляющие кислород в тканях. В результате увеличивается площадь эритроцитной массой для доставки кислорода тканям, увеличивается приток кислорода к тканям, уменьшается вискозитет крови, отсюда уменьшается и опасность снижения проходимости кровеносных сосудов. Уменьшается вероятность от инфарктом, от инсультом и нормализируется давление. Следующий слайд – это состояние крови до и после терапии. Видно, до терапии эритроциты склеены в комплексе вместе с жирами и токсинами, циркулирующие в кровеносной системе. Это уменьшает эффективную площадь для доступа кислорода в тканях и повышает вискозитет в крови. После терапии эритроциты уже свободные, их эффективность повысилась, вискозитет крови уменьшился. Следующий слайд – это термограмма головного мозга. Снова до терапии и после терапии. Головной мозг до терапии кровоснабжения мозга затрудняется жирами и токсическими нагромождением кровеносной системы. После терапии кровоснабжение головного мозга улучшилось. Указанные с стрелками зонами видно, как возвратилось кровоснабжение мозга и стало теплее. Следующий сайт – это кровоснабжение, тоже термограмма, в которой это кровоснабжение в ногах. Одно из усложнений диабета – это нарушение кровоснабжения в ногах. Это может привести к весьма тяжелым последствиям, вплоть до ампутации. Применение этого аппарата. Аппарат направлен на следующее применение. Уменьшает вискозитет крови путем освобождения комплексов эритроцитов, жиров и токсинов. Редукция, то есть уменьшение липидов, жиров в крови. Растворяет токсины в крови. Увеличивает насыщение тканей кислородом, отсюда и эффективность повышается. Предотвращает образование тромб, закупоривание мозговым и коронарным кровеносным сосудов, приводящие к инсульту и к инфаркту. Предотвращает и устраняет высокое давление. Убирает мочевая кислота из крови, пока это единственный способ для этого. Улучшает состояние мозга, памяти, повышает эффективность мыслительной деятельности на работе и в учебе. Помогает при головной боли, бессоннице и усталости. Метод надо рассматривать как безвредного и легко принимаемого способа для предотвращения и помощи при лечении сердечно-сосудистым мозговым заболеваниям, как и в борьбе с лишним холестеролом.
триглицеридам, освобождением свободными радикалами и токсинами в человеческом теле. И мочевая кислоту в крови как основы множества других заболеваний личного веса. Для человека хорошо сделать несколько таких процедур для лучших результатов. Если у вас будут вопросы, задавайте их на почтовой ящик cosmoacadem@abv.bg или на сайт cosmoacadem.com. Спасибо, снова был с вами Красимир Дечев.